В эфире программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Начало нынешней недели захватило финал политического кризиса в стране, разразившегося с окончанием новогодних выходных и в итоге приведшего к отставке главы государства. Как складывалась череда событий, которые привели к такой развязке, а также как эксперты расценивают произошедшее и какие пути развития Абхазии они видят. В политическом обзоре Амелии Бисмарк. Минувшие общественно-политические события оставили многозначное послевкусие от зимних каникул 2020 года. Страна вступила в новое десятилетие и новый период. Впереди всех нас ждут неочередные выборы президента республики. Какие итоги и выводы стоит сделать из сложившейся ситуации, чтобы не допустить ее повторения в будущем? Об этом сегодня активно рассуждают эксперты. Как известно, поворотной точкой отчета в этой истории стали последние судебные заседания по иску лидера партии Амцахра Алхаса Квициния. Первое из назначенных в 2020 году заседаний по данному делу состоялось 9 января. В его ходе адвокат истца заявила ходатайство об отводе судьи Романа Кварчия, ссылаясь на его заинтересованность в исходе дела. Сам судья не согласился с подобной формулировкой. Единственное, в чем я заинтересован, это в законном и обоснованном разрешении дела. Что касается самого заявления об отводе, я бы такое разрешение оставил бы на усмотрение Конституционной коллегии. Тем не менее, ходатайство об отводе было удовлетворено. Параллельно в это же время у администрации президента митинг сторонников оппозиции постепенно перерос в активную фазу. Рауль Хаджинба провел экстренное заседание Совета безопасности, по итогам которого пресс-служба президента опубликовала заявление. В нем Хаджинба обратился к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие и отметил, что все силовые структуры государства приведены в усиленный режим несения службы. Слушания в суде продолжились 10 января. В состав коллегии была включена судья Екатерина Онищенко. Теперь уже сторона ответчика заявила ходатайство об отводе судьи Лии Адлиба, однако оно удовлетворено не было. Вокруг здания стали собираться люди. После исследования доказательной базы протоколов ЦИК Абхазии от 9 сентября ближе к 22 часам вечера суд огласил свое решение, признав выборы президента Абхазии недействительными. Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия в установленные конституционным законом сроки назначить повторные выборы. Спустя некоторое время официально высказал свою точку зрения и Рауль Хаджинба. Он заявил, что будет оспаривать данное решение в президиуме Верховного суда. Аргументируя свою точку зрения тем, что суд признал выборы нелегитимными, сторонники оппозиции стали требовать немедленной отставки президента. Также 10 января состоялось внеочередное заседание парламента страны, в результате которого все депутаты, за исключением 2, проголосовали за отставку президента и рапортовали к Раулю Хаджинба свое решение. Переговоры продолжились и на второй день. В качестве посредников в них выступил представитель России, замсекретаря Совбеза Российской Федерации Рашид Нургалиев. 12 числа Центр избирком назначил дату новых выборов президента Абхазии на 22 марта 2020 года. Вечером того же дня сторонники оппозиции направились к государственной даче с требованием об отставке. Спустя еще некоторое время переговорщики сообщили о том, что Рауль Хаджинба ее подписал. Свое обращение к народу сделал и сам экс-президент. 13 января состоялось второе внеочередное заседание парламента, на котором депутаты приняли отставку президента и назначили исполняющего обязанности главы государства до момента новых выборов. Им стал Валерий Бганба. После празднования Старого Нового года страна вступила в рабочий распорядок. Министерства и ведомства полноценно приступили к своей деятельности. Тема минувших событий сейчас является наиболее актуальной для обсуждения в стране. Оценивать действительность наравне с экспертами стараются и все неравнодушные граждане. Оценка, как известно, является неотъемлемой частью анализа, который необходим для извлечения полезного урока из любой ситуации. Если мы будем весь этот период говорить, что было и как было, все граждане страны знают, что было, как мы живем, какие проблемы мы испытываем, что в социальной, что в политической сфере. От этого наша жизнь не изменится. Мы должны, с одной стороны, требовать от всех политиков, которые будут участвовать в предвыборной гонке, обсуждения идей, программных идей. Мы должны требовать от политиков формирования такой команды, через которых они готовы реализовать те или иные актуальные проблемы. Предстоящую предвыборную кампанию необходимо строить на базе конкретных программ, считает общественный деятель, журналист Руслан Хашик. Когда нет обозначенных программ, нет фиксированных таких задач, нам очень сложно оценивать,
что они вообще планировали, что они успели сделать, что они хотели вообще реализовать, придя к власти. И поэтому вот все, что мы пережили на предыдущих предвыборных кампаниях, вот какие-то сказки, как мы хорошо заживем после выборов, в это уже зритель, избиратель не верит. Поэтому был очень такой низкий процент явки. Естественно, граждане должны не дистанцироваться от такой активной политической работы, борьбы в период предвыборной кампании, потому что чем мы будем активнее участвовать в этом процессе, будем участвовать непосредственно в выборах, мы дадим всем политикам знать, как мы к ним относимся и какой их реальный рейтинг. Идеи активного общественного контроля придерживается и заместитель руководителя Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. Она отмечает, что в современном мире существует множество законных механизмов для продвижения общественной инициативы. Избиратели должны знать, как рассуждают и как принимают решения, и какая мотивация у депутатов, за которых они голосовали. Есть разные возможности для того, чтобы влиять гражданам, влиять на повестку дня. Сегодня очень люди активны в социальных сетях. Ведь посмотрите, нередко бывало так, что вот пишут о какой-то проблеме в социальных сетях, и потом вынуждены чиновники там, или вынуждены депутаты реагировать на эту проблему. То есть это сегодня очень сильный инструмент. Общественные организации есть, там всякие форумы, есть разные способы участия. Главное предлагать конструктивные идеи и потом, так сказать, требовать, чтобы не отмахивались. Нынешняя ситуация – результат многих факторов, подчеркивает Лиана Кварчелия. Первый урок, который, мне кажется, напрашивается, это то, что нельзя доводить ситуацию до такой точки кипения, когда люди выходят на улицы. Второе, это то, что мне кажется, что даже самые недальновидные политики сегодня в Абхазии понимают, что невозможно и нельзя применять силу против протестующих. И слава богу, что все обошлось. Третий урок, который, по-моему, уже давно все извлекли, но никак не приступим к реформам, это то, что существующая система управления слишком много имеет уязвимых мест. У нас уже сменилось 3 президента, и мне кажется, мы созрели для того, чтобы все-таки перераспределять полномочия. В обществе с опаской относятся к идее делегирования части полномочий по управлению республикой парламенту. Однако они не обоснованы, говорит эксперт, аргументируя свою точку зрения все той же идеей организации полноценного взаимодействия между обществом и депутатами. Любые изменения – это процесс. И в том числе то, как будет качественно меняться парламент. Это тоже процесс. Это от нас, от всех с вами зависит, от наших граждан, от того, какой мы выбор делаем. Важно, чтобы укреплялись партии, нам надо менять законодательство избирательное, чтобы за те решения, которые каждый отдельный депутат принимает, нес ответственность не только он и какие-то абстрактные избиратели, а партия, чтобы была партийная ответственность. Это, мне кажется, это повысит качество парламентской работы. Важная роль в модели управления государством, где особое место занимает общественный контроль, принадлежит и СМИ. Мы не являемся авторами тех или иных событий, которые происходят в стране. События происходят независимо от моего отношения к тем или иным политическим партиям, к тем или иным событиям, которые происходят. Я обязан как журналист объективно, оперативно зрителю, народу, государству, обществу предоставить эту информацию. А зритель всегда он мудрее, умнее нас, и он всегда поймет, что происходит. Однозначного рецепта, который мог бы привести Абхазию к процветающему будущему, пока не существует. Но определенно, что для его составления необходимы усилия всех жителей страны. Подобное мнение наиболее часто звучит в обществе экспертов. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани для событий недели.
Итак, 13 января парламент Абхазии принял отставку Рауля Хаджимба. Кроме того, депутаты приняли проект постановления об ИО президента Абхазии. Им стал премьер-министр Валерий Бганба. За проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании. В понедельник ЦИК Абхазии утвердил календарный план по подготовке и проведению новых президентских выборов, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии начнется с 22 января и закончится 11 февраля. Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 20 и 21 марта 2021 года. Процесс голосования на всех избирательных участках пройдет 22 марта с 8 утра и до 8 часов вечера. Текущие такие вопросы – это утверждение необходимых бланков, документов для регистрации инициативных групп, для предъявления, они в принципе те же самые. Выяснилось, что возникали вопросы по одному единственному документу с нововведением по обязательности создания избирательных фондов. Вы знаете, кандидаты в президенты должны представлять информацию имущественного характера и своих счетов в банках. Но есть закон о банках и банковской деятельности, который ограничивает нам получение данной информации без специального согласия на то непосредственно кандидата. В связи с чем мы приняли решение дополнительно прикладывать установленного законом о банках и банковской деятельности документа, разрешающего нам получать соответствующую информацию. 15 января вступивший в законные полномочия исполняющего обязанности президента Валерий Бганба провел совещание с руководителями центральных органов власти. Как отметил Бганба, все принятые нормативно-правовые и иные акты президента республики до его сложения полномочий действительны и подлежат исполнению. Основной задачей всех органов центрального и местного управления ИО президента назвал обеспечение условий для проведения выборов президента Абхазии в установленные Конституцией сроки. Он также подчеркнул, что ведомствам необходимо подводить итоги работы за 2019 год и представлять отчеты в Кабинет министров. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия о президенте, все его назначения, все его указы, изданные до дня отставки, они действительны, поэтому вся наша деятельность, вся ваша деятельность, она легитимна. И огромная просьба ко всем в своих министерствах, ведомствах проводить необходимую работу. Хотелось бы, чтобы вы все рядом со мной встали и смогли мы провести эти выборы достойно, чтобы был у нас порядок в Абхазии, чтобы жизнь как текла, так и текла, чтобы все отрасли работали, чтобы мы могли выдавать заработную плату, пенсию, пособия, то есть государство жило своей полнокровной жизнью. Поэтому я очень просил бы вас всех на своих местах делать свою работу, и это будет огромная поддержка и для меня, и для того, чтобы в Абхазии был порядок. В тот же день Валерий Бганба встретился с главами городов и районов страны. Исполняющий обязанности президента призвал руководителей местных администраций вести привычную работу для обеспечения прав и интересов населения республики. Также участники совещания обсудили возможность смещения сроков выборов депутатов местного самоуправления на вторую декаду мая с учетом предстоящих в марте выборов президента республики. Согласно статье 5 главы 2 Закона Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления, выборы назначаются президентом Республики Абхазия не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий местных органов. Инициатива о переносе даты выборов в виде поправки к закону направлена Валерием Бганба в Народное собрание. 16 января Валерий Бганба подписал указ об освобождении секретаря Совета безопасности Мухаммеда Килба от занимаемой должности, согласно поданному заявлению. Также Валерий Бганба подписал указ о назначении исполняющим обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Идриса Карасманаглы. В понедельник полностью возобновилась работа в правительственных учреждениях. Один из наиболее значимых органов, от деятельности которого зависит полноценное жизнеобеспечение в стране – Министерство финансов. Как отметил глава ведомства Джансух Нанба, сложный общественно-политический кризис не отразится на социальных выплатах. Для нас начало финансового года – это очень жаркая пора. Активно сотрудники занимаются выполнением своих обязанностей, в частности, речь идет о доведении бюджетных параметров до всех получателей бюджетных средств. Эту работу останавливать ни в коем случае нельзя, и мы ее не останавливали. Она идет в соответствии с установленным порядком.
Сегодня, как вы видите, все министерство тоже активно работает, и это значит, что никаких сбоев в нашей работе не будет. Все будет в рамках тех графиков, которые утверждены. То есть и пенсия будет в срок выплачена, и заработная плата бюджетникам будет выплачена в срок, ну а также все иные обязательные платежи, которые необходимо осуществить, будут осуществляться. 15 января в Министерстве иностранных дел Абхазии состоялось представление нового посланника посольства России Максима Литвинова. Приветствуя гостей, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что МИД республики и посольство тесно взаимодействуют в рамках подписанных договоренностей. Представляя Максима Литвинова, посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что вновь назначенный советник-посланник посольства хорошо известен, в первую очередь по работе на женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. До назначения Максима Литвинова должность советника-посланника посольства России занимал Юрий Ясносакирский. Работа у нас будет продолжаться очень плодотворной, такой, какая она и была. Хочу отметить, что мы знакомы уже не один год, и это как раз дает и уверенность, и основания говорить о том, что мы будем продолжать эту работу очень продуктивно, в продуктивном ключе, на благо двух наших стран. К концу недели республика постепенно вошла в размеренный ритм жизни. После каникул начались занятия в школах, полностью приступили к работе учреждения и организации. В этот период затишья, до начала старта предвыборной кампании, эксперты задаются вопросом, как достичь сплоченности ради стабильного развития страны. Найти ответ на него постарается группа ученых, которые видят необходимость в проведении Абхазской национальной конференции, с тем, чтобы привлечь к решению насущных для страны вопросов лучшие умы. О целях и задачах мероприятия мы побеседуем с историком и общественным деятелем Гурамом Гумба. Здравствуйте, Гурам Джотович. Здравствуйте. Гурам Джотович, была острая фаза кризиса в Абхазии, она миновала сейчас. Наши ученые, в частности, вот в вашем посту в Фейсбуке, было опубликовано заявление с необходимостью о созыве Абхазской национальной конференции. Вы там рассказали о целях оргкомитета, который будет создаваться или уже создан. И могли бы вы нас с ними ознакомить, чья вообще была идея проведения такой конференции и насколько вы думаете, она поможет выйти Абхазии из критических ситуаций, да, которые периодически здесь случаются? Прежде всего я хочу внести ясность. Конференция, которую мы собираемся провести, она ни в коем образом не связана с последними событиями, с отставкой президента и предстоящим выбором президента. О проведении конференции было уже решено где-то полгода назад. Это вот ветераны национально-освободительной борьбы, Отечественной войны, представители научной и творческой интеллигенции собрались это в августе этого года в Доме музея Даура Зантария и для того, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся ситуацию в Абхазии. И там было принято решение создать инициативные группы по созыву общей национальной абхазской конференции. И где-то в сентябре уже был создан оргкомитет. Туда, чтобы с привлечением туда не только представителей, которые проживают в Абхазии, но и абхазцев за рубежом. То есть вызвана эта конференция уже десятилетия, продолжающейся такой перманентной кризисной ситуации, социально-экономической, политической, духовно-нравственной кризисе абхазского, вообще абхазского государства. Мы с вами постоянно свидетели, постоянные политические кризисы, которые страну сотрясают. И что интересно, они участились, и еще агрессивность возрастает. А с другой стороны, одновременно мы видим, что идет изменение такое, этнокультурного ландшафта Абхазии, духовного ландшафта, даже так скажем. То есть, если двумя словами, если говорить, то есть идет деабхазизация Абхазии. А еще, скажем, деабхазизация абхазов. То есть происходит ускоренным темпом утеря таких устоев, ценностей, которые скрепляют абхазский народ как единое целое. То есть, естественно, в этих условиях
принятое решение, которое провести конференцию, мы хотели ее к весне провести, в марте, вот так, в апреле, вот было планировано. Но в связи с последним событием в ВСБ решили ее ускорить. Я вижу, что вот в оргкомитет как-то привлекаются люди, ученые, да, в основном вот я вижу Ачугбат Тимураза, Мугбан Зора, деятели культуры. Вы сказали, это будут и представители диаспор различных зарубежных, да, абхазских, да. Вот. Могли бы вы сказать, какие цели вы ставите и как вообще вы видите себе конференция может повлиять на то, что, ну, чтобы изменить вот то, о чем вы говорите, вот эту ситуацию в Абхазии, чтобы как-то и ценились абхазские корни, и чтобы страна постоянно не содрогалась от каких-то кризисов? Вы знаете, вот, чтобы ответить на ваш вопрос, вот, почему мы назвали не просто конференцию, да? Почему общенациональную конференцию, по, так можно сказать, две причины. Значит, первое, это то, что мы хотим пригласить на эту конференцию выслушать мнение не только ученых. Мы хотим пригласить абхазских мудрецов, а не тех дежурных, назначаемых там, мудрецов, стратегов, вечных, постоянных спутников любой власти, да, а настоящих абхазских мудрецов, которые мыслят в рамках не группировок, не сект, а в рамках общенациональных интересов, категориями независимого государства, носители абхазского менталитета, абхазского духа. Ну, коим богат абхазский народ, ну и на ком держится, кстати, абхазский народ. Это первое. Второе. Сегодня вот мы все с вами свидетели, мы видим, что на нас перестало действовать общественное мнение. Хотя общественное мнение вообще тоже перестало быть как нравственным, целостным. Да? То есть оно раздроблено на ценностные фрагменты. То есть, ну, а если общество не имеет обратной связи с общественным мнением, он деградирует. То есть у нас возникли десятки группировок, понимаете? То есть у нас общество очень раздробленное, общественное. И для того, чтобы возвратить ценности, значимость вот этой общественного мнения, мы решили именно общенациональную конференцию, куда пригласить практически всех представителей, всех слоев, всех, которые существуют. И это вот одно из главных тоже целей для того, чтобы начать возвращение к своим истокам. Как вы думаете, потом, вот, ну, прошла конференция, выступили люди, поделились своими взглядами. Как вы думаете, практическим образом эта конференция может повлиять на то, что будет происходить у нас в стране? Это будет зависеть, как мы проведем конференцию. То есть это, мы хотим обозначить там фундаментальные цели и задачи, которые стоят перед абхазским обществом сегодня. Просто не просто провести конференцию, да, но она для того, чтобы выработать также механизмы претворения их в жизнь. Не просто, то есть, ну, абхазские, вообще вот в истории всегда это было, когда в критические минуты люди собирались, скажем так, лучшие умы, я не знаю, мы можем собрать на всех лучших умов здесь или нет, и решали, как дальше жить. То есть мы сегодня достигли того момента, когда мы должны просто остановиться, объективный анализ сделать пройденного этапа, да, и наметить не просто вот стабилизации ситуации, да, и пути выхода из этого. Как выйти из этого? Сегодня у нас стоит задача, постоянно мы говорим о консолидации общества. Ну, что значит консолидация? Мы как народ консолидированы. Как этнос, у нас одни традиции, одни обычаи и так далее. Если какой-то внешний враг нападет, мы всегда сразу же будем едины. Но для того, чтобы строить государство, значит, консолидировать нацию, это уже здесь совершенно другие задачи нужны. Знаете, очень много народов, да, бывает в истории, добиваются независимости, но не все могут строить самостоятельное государство. Для этого нужен не просто волевой потенциал, который у нас, кстати, очень достаточный, очень большой, но еще здесь нужно наличие высокоинтеллектуальной элиты, которая ставила бы цели и задачи на том или ином этапе развития народа и
пути претворения в жизнь этих целей. То есть необходимы доктринальные цели, задачи, которые стоят перед нашим народом сегодня. То есть мы даже не знаем, какое государство мы строим. То есть для вот эти вопросы, которые мы просто хотим обозначить, те вопросы, мы не говорим, что все вопросы мы там можем решить. Мы хотим обозначить эти проблемы. Ну, необходимые То есть выработать проблемы. доктрину, куда двигаться. Вопросы хотим поставить. Ну, мы для того, чтобы вот объединить народ, нужны идейно-политические цели. Вокруг чего должен народ объединяться и двигаться вперед, достигать свои цели. Какие цели эти? То есть для этого нужно, во-первых, что нужно выяснить? Во-первых, должны выяснить, какова основа идеологии нашей независимости. Какие ценности, идеи, убеждения, которые отражают абхазские национальные интересы на сегодняшнем этапе. И с этим связано, допустим, правопреемником, наследником каких государственных традиций является нынешняя Республика Абхазия. Какова его культурная основа, духовно-нравственная основа Республики Абхазия. Итоги конференции, материалы конференции, они будут каким-то образом предлагаться, не знаю, властным структурам, каким-то образом предлагаться для введения в практику в нашей жизни. Вот вы представляете себе, каким образом это будет происходить? Ну, по большому счету, обычно такие конференции представляются будущие власти, которые будут идти. Мы просто подготовим определенные такие, программы. Мы хотим выработать программу и предложить для ее претворения в жизнь будущей власти, которая придет. То есть это будет, я еще раз повторяю, может быть, это не конференция, не одноразовая конференция, скажем, мы можем обозначить задачи. Для того, чтобы обозначить, решить эти задачи, выяснить, нужно будет провести какие-то там анализ, можно создать какие-то группы, создать какие-то, которые будут исследовать те или иные задачи, которые перед нами стоят в области экономики, в области культуры, в области политики. И тогда можно будет через полгода собраться, через еще какую-то двух-трехэтапную конференцию тоже сделать. То есть и выработать действительно все те проблемы, которые перед нами сегодня стоят, все-таки поставить вопрос их решения. Может показаться, что, в принципе, вы знаете, у нас, по большому счету, огромный потенциал. Огромный потенциал. И сегодня нам нужны, очень многие говорят о том, что, допустим, профессионалы и так далее. Сегодня нам нужны новаторы. Новаторы, которые мыслят, которые не боятся мыслить, которые не боятся предложить что-то новое. Нам сегодня новое. А такие люди у нас есть, потенциал у нас есть. И как и здесь, так и за рубежом. Просто мы должны суметь их привлечь. Вы будете привлекать специалистов в юридической сфере? Обязательно. Обязательно. То есть они будут давать свои рекомендации? Обязательно. То есть все сферы здесь будут подключены. По большому счету, то, что мы сейчас собрались и начали делать, это задача государства. Это государство давным-давно должно было поставить перед научным сообществом решение таких задач. И, к сожалению, пока нет, мы оставим эту задачу. Вы сказали о том, что общество наше теряет такие ценностные ориентиры, в частности, наши традиционные абхазские. Многие в последнее время говорят о том, что должно быть верховенство закона и что люди должны подчиняться закону, если мы строим правовое государство. В этом плане что-то будет предлагаться в вашем проекте? Давайте мы, знаете как, у нас очень много правовой закон соблюдать. Давайте мы сперва определимся, что такое право. Знаете, право, когда существует традиции, есть право. Когда говорят, допустим, обычно такое выражение такое есть, право без традиции мертва. Традиция без права может существовать. То есть у нас сегодня одной из главнейших причин нашего противоречия, наших кризисных ситуаций, это то, что наши государственные традиции, абхазские государственные традиции не соответствуют той государственной системе, той государственной власти, которая у нас существует. Противоречие этих двух наших традиций и наших прав является одной из главных причин наших кризисных ситуаций после советского периода.
То есть, что каждый народ, знаете, когда он ставит независимое государство, он опирается на свои традиционные, вековые традиционные институты, и вводя их в законодательную сферу. Да? Потом, естественно, приводя и международные стандарты, да? Вот, нормы, международные нормы и так далее. Но, к сожалению, у нас этого не произошло. Если мы даже пример берем вот, Европу, у них их право опирается на их традицию. Даже на живую традицию они постоянно меняют в зависимости от тех традиций, которые возникают у них. У нас, когда мы говорим о традиции, нашей традиции, вот ацахаску, вот то, что мы говорим, наши традиции, это государственные традиции. Мы один из немногих людей на планете, абхазский народ, который имеет тысячелетнюю непрерывную государственность. Перечислите мне народы, которые на протяжении 1000 лет правила одна династия. У нас чачмовцы правили почти 800 лет. Я уже не говорю об Абхазском царстве. Да? То есть это непрерывно. Мы потеряли это государство в 19 веке. То есть все наши традиции, когда мы говорим абсора, это государственная традиция. Наша культура – это государственная культура. К сожалению, нет этого понимания сегодня. Мы сегодня, главная задача – необходимость понимания, значит, необходимость традиции в законодательной и исполнительной практике деятельности абхазского государства. Мы должны ввести, да, их надо привести в соответствие с современными международными нормами. Но у нас есть ученые, которые занимаются этим. Они написали, диссертации написали, но нету внимания, нету понимания со стороны власти. Понимаете? Я не говорю, там, какая власть. Вот у нас одна власть, вот, начиная с советского периода, я не разделяю их, в принципе. Это власть, которая, вот элита, которая существует, которую мы видим непонимание. Вообще власти, кто бы ни стоял у власти, насколько тесно сотрудничает с экспертами, с учеными? К сожалению, не сотрудничает. Нет. К сожалению, это такого нет. Вот просто нет. А власть, по идее, должна ставить задачи перед научным сообществом. Нету такой задачи. Вот перед нами никогда задачи такие государство не ставило. Понимаете? То есть мы сами что-то там пытаемся делать. Но то, что мы предлагаем, это вот я не говорю, мы такие конференции, например, проводили в 2006 году, если не помню, это очень серьезную конференцию провели, очень многие проблемы, которые сегодня существуют, мы тогда ставили. Но полное непонимание. То есть полное непонимание, то есть возле там стоит, как и не стоит. Теперь мы решили это созвать такую конференцию и предложить. Потому что это кризис долго не может продолжаться так. То есть мы не можем в таком состоянии жить, тем более, когда мы можем решить это. Тем более, когда у нас есть потенциал. Мы можем, потому что очень многие говорят, зачем обнародовать такие у нас очень такие серьезные проблемы, которые так открыто говорят об этих проблемах. Тем более, когда у нас есть враг вот с востока, враг, который, в принципе, точит нож для того, чтобы в любой удобный момент нанести нам удары, и оттуда только мы слышим там только ненависть и желчь в отношении абхазского народа со стороны Грузии, да, но мы должны это говорить обязательно, потому что мы сильны. Мы сильны, и у нас есть потенциал решить эти проблемы. Понимаете? Когда планируется созвать конференцию? Конференцию, вот у нас вчера было заседание комитета, расширенное заседание, онлайн заседание с представителями зарубежными тоже было, и решено это провести 7 февраля в Сухуми. 7 февраля. Совсем скоро будем ожидать интересных выступлений, интересных проектов, интересных замечаний, способов решения разных проблем. Спасибо вам за интервью. Благодарю, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Общественность республики простилась с писательницей Адиле Аббас-Аглы. Адиле Аббас-Аглы оставила свой неизгладимый след в истории Абхазии. Она единственная из семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба, выжившая после сталинских репрессий. 23 апреля 2020 года Адиле Аббас-Аглы исполнилось бы 100 лет. Репортаж Али Китрапш.
Море цветов, траурные венки, сотни людей. Проводить последний путь Адили Аббасоглы пришли ее родные и близкие, члены правительства, представители творческой интеллигенции, общественные деятели. Заслуженный работник культуры Абхазии, писательница, ветеран труда, кавалер ордена Ахдзепша второй степени Адиле Шахбасовна Аббасоглы – значимая личность в истории Абхазии. Представительница семьи Нестора Лакоба. В 1938 году она была репрессирована на 16 лет. Аресты родных, тюрьмы, ссылка, голод, необходимость долгие годы скрываться. Адиле Аббасоглы прошла через все круги ада сталинских лагерей, но выжила. И после долгой и страшной ссылки в 1953 году вернулась в родной Сухум. А спустя 3 года Верховный суд Абхазской АССР признал Адиле Аббасоглы невиновной за отсутствием состава преступления. После окончания исторического факультета Сухумского госпединститута работала на кафедре истории лаборантом. В 2005 году Адиле Аббасоглы издала книгу памяти «Не могу забыть». Я, говорит, вижу сон, когда эта книга, первое издание вышло. Нестор, говорит, царья, говорит, цветы сидят, стол празднично накрыт. И она говорит: спасибо, Адиля, говорит, ты выполнил, ты рассказала истинную правду, то, что было на самом деле. Вы понимаете, это классика. Она лично это через себя, через свою душу пронесла и преподнесла нам всем. Там не только то, что происходит в Абхазии, это то, что происходило по всему огромному Советскому Союзу. А 1937 год, конечно, нанес нам очень глубокие раны, которые по сей день у нас еще не залечились. Адиле Шахбасовна изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях. Она до мельчайших подробностях рассказала, как бесчеловечно издевались над родными и близкими Нестора Лакоба. Если можно так выразиться, она была живая легенда нашей истории. Потому что она пережила очень глубоко, пережила трагедии 30-х годов. И она уносит очень много важной и ценной информации. Но слава Богу, что успела все-таки свои воспоминания издать. Слава Богу. Адиле Аббасоглы выжила и жила, чтобы рассказать миру те страшные события, живым свидетелем которых она была. И это ее главный вклад в историю Абхазии, республик бывшего Советского Союза и всего человечества. Несмотря на все тяготы и невзгоды, которые пришлось ей пережить, она сумела до последних дней сохранить светлую и чистую душу. Адиле Шахбасовна является примером невероятного жизнелюбия и доброты. Мы прощаемся с этим человеком, которая прожила очень страшную, в то же время очень содержательную, героическую жизнь. Но я могу судить о ней и по документам той эпохи, 30-х годов, во времена Большого террора, когда она была арестована, подверглась жесточайшим репрессиям. Попались очень интересные документы, воспоминания женщин, которые сидели вместе с ней в тюрьме, в частности в Тбилиси. И что меня поразило, что все эти женщины, независимо друг от друга, они писали о ее красоте, о ее необычности. И вообще, что она была удивительно скромная, удивительно сдержанная и абсолютно не разбиралась вообще в политике. 23 апреля Адиле Аббасоглы исполнилось бы 100 лет. Память о ней в сердцах абхазского народа будет жить вечно, так как именно благодаря ей мир узнал о страшной судьбе семьи Нестора Лакоба. Адиле Аббасоглы похоронена в Сухуме на Михайловском кладбище. 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление – один из древнейших праздников в христианской культуре. В ночь с субботы на воскресенье верующие отправляются в Каманский монастырь и другие храмы Абхазии, чтобы традиционным купанием в освященной воде отметить этот праздник. О значимости праздника Крещения Господня для верующих и о том, как к нему готовились, в репортаже Эсма Голландия. Крещение – один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Второе название праздника – Богоявление дано в память о чуде, произошедшем во время крещения, когда в облике голубя сошел Святой Дух, и глаз с неба назвал Иисуса Сыном.
Крещение, конечно, имеет очень большое значение, потому что вы знаете, что Господь сам крестился от Иоанна Крестителя, хотя он был чистый и не нуждался в омовении, но он показывает всему человечеству пример обновления, духовного очищения. Крещением мы обеляемся, очищаемся духовно, внутренне и телесно. И поэтому, конечно, крещение, оно также называется, это праздник также называется Богоявление, потому что глас Божий был слышен во время крещения, и Дух в виде голубини, Святой Дух снизошел, и глас был слышен: «Сей есть мой Сын возлюбленный, в нем мое благоволение». Главная составляющая праздника – это освящение воды, которое происходит во всех храмах и водоемах. Воду освящают дважды – накануне 18 января и непосредственно в день Богоявления 19-го. Для науки остается загадкой тот факт, что крещенская вода не портится, не имеет запаха и может храниться в течение долгих лет. Вода имеет очень большое значение в нашей жизни. Все создано из воды. Без воды нету жизни никакой. Вода живительная. Всякая вода имеет чудесные свойства. Мы питаемся водой, это омываемся, омываем духовную грязь и телесную грязь. Святая вода, которая освящается, она имеет еще более чудесные свойства. И вода, которая, в особенности на крещение, она чудесная, чудотворная. И поэтому люди с такой радостью, несмотря на холод в Каманах, они обливаются, принимают это, пьют эту воду. Совсем скоро верующие со всех уголков мира отправятся в село Каман, чтобы совершить омовение в источнике святого Василиска. В народе считается, что подобное купание, помимо очищения души и тела, дает целебную силу и бодрость духа. Конечно, купание остается для верующих исключительно добровольным делом. На крещение главное – посетить службу в церкви, принять крещенскую воду и постараться избавить мысли от всякой скверны. Эсма Голанзе и Нала Гухава для событий недели. Как прошел праздник Крещения Господня в Каманах и сколько людей приняли участие в обряде купания в освященной воде, смотрите в репортаже наших корреспондентов в воскресной программе «Алка-Аква». 19 января, в день святого праздника Крещения, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава даст благотворительный концерт, который состоится в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В программе запланированы дуэты, в том числе 2 сопрано, с участием народной артистки России Анны Нетребко. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России. За дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков. Все собранные средства будут перечислены в благотворительные фонды. Концерт посетит наша съемочная группа, которая подготовит репортаж для зрителей АГТРК. Следите за нашими эфирами. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.